Глава региона лично проверяет каждый образовательный объект. Первое учреждение – Карабулакская гимназия. Здесь провели капитальный ремонт. Махмуд Али Калиматов оценивает преобразование. Руководитель субъекта интересуется у учителей, есть ли замечания и нарекания по поводу проведенных работ. Глава республики обошел кабинеты, пищеблоки и оценил проделанную работу. Это заведение учебное. Понимаешь, вот сейчас дети ждут. Они 1 сентября, вот, наверное, сейчас думают, вот у нас ремонт делают в школе, вот мы придем, мечта у них такая, не разочаруйте их. Гимназия была открыта 16 лет назад. За это время здесь ни разу не проводился крупный ремонт. Электричество и отопление выходило из строя. В учреждении каждый раз сталкивались с проблемами. Все это удалось решить благодаря программе «Модернизация школьных систем образования». Все коммуникации – это водоснабжение, отопление, электрика, электричество, канализация. Все требовало обновления, замены. Все это в рамках данного проекта «Капитальный ремонт» было сделано. Помимо этого, нам полностью обновили видеонаблюдение, пожарную безопасность, поменяли окна, двери, полы, косметический ремонт в кабинетах. Преобразилось здание гимназии, преобразилось. Мы очень рады этому. Сделано было все качественно, оперативно. Глава региона дал ряд поручений по итогам проверки образовательного учреждения. Махмуд Али Калиматов напомнил, что каждый подрядчик несет огромную ответственность перед всем преподавательским составом и детьми, которые должны учиться в этих стенах. А потому качество выполненных работ должно быть и на самом высоком уровне. Чтобы они старались и понимали только одну истину. Они все, что не делают, делают для детей. Каждый их там, окно заменили, они по парту привезли, или что бы ни сделали. Подрядчики – это партнеры. Они, да, им платят за это деньги, но они стараются, они стараются, для нас они должны быть партнерами, я не привыкну там выискивать что-то здесь. Еще один объект образования готов принять учащихся, но теперь уже в новых стенах в сельском поселении Троицкая. Школа рассчитана на 540 мест. Она отвечает всем современным требованиям. В здании более 200 помещений, спортивные и актовые залы, лаборатории, учительская, библиотека, светлые классы и большая столовая. Увиденным глава региона остался доволен. Последние эти годы, которые у нас строятся, я просто должен благодарен быть подрядчику, заказчику, нашему министерству. Ну, вы и сами посмотрели, как качественно все сделано, потому что это для детей. А потом немаловажно, что это кабинеты и классы для учителей. Им тоже приятно в новом кабинете, в классах преподавать. Условия для них созданы. Школа построена в районе новостроек. Здесь плохая дорога. В ближайшее время этот вопрос главой региона поручено закрыть и проложить дорожное полотно, чтобы учащиеся смогли спокойно добираться до школы. Это от трассы прямо сюда. Там разве 2 километра? И у вас есть на это деньги? Закладывать. Октября. Дорогу сделали. Сразу после Махмуд Али Калиматов отправился в еще одну новую школу в городе Сунжи. Это учреждение построено в рамках нацпроекта и рассчитано на 720 ученических мест. Объект огромный. Строительством занималась компания Евростройсервис-2010. Здесь также никаких нареканий, качества выполненных работ нет. Ну что сказать, великолепно. Даже табло есть. Новое здание встречает современным оборудованием, которое способствует лучшему восприятию детей к учебному процессу. В школе созданы все необходимые условия. Очень хорошо оснащенная современная технология школа. Последний объект в списке инспекционной проверки и новая школа в сельском поселении Нестеровская. Объект также построен в районе новостроек и рассчитан на 420 ученических мест. Школа номер 5 построена в рамках нацпроекта образования. Так, ну как вы тут? Нравится вам все это? Я у всех спрашиваю, если не нравится, мне говорите сразу. С открытием новых объектов образования существенно удастся разгрузить близлежащие школы. Двухсменка постепенно уходит в прошлое. Дети будут заниматься в самых лучших условиях. Зелимхан Калоев, Алисхан Гаравожев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.